Уважаемые татарстанцы, в условиях внешних вызовов прошедший год для Татарстана сложился в целом благополучно. Благополучие Татарстана, по мнению президента, обеспечили главные принципы и ценности республики, межнациональное согласие и стремление на созидание и новаторство. Татарстан выступает как один из ведущих регионов страны, которому доверяют и который способен выступить драйвером развития России. И здесь огромный нравственный и воспитательный потенциал несет в себе масштабная работа Республиканского фонда возрождения. Недавний Казанский форум по межкультурному диалогу, прошедший под эгидой ЮНЕСКО, убедительно продемонстрировал признание мировым сообществом достижений республики и особую роль Ментимира Шариповича Шаймиева как специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Дав оценку международной обстановке, Рустам Минниханов отметил, страна и республика с блеском провели одно из главных спортивных событий этого года – футбольный чемпионат мира. И в этом заслуга всех татарстанцев. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении футбольного первенства. И, безусловно, всех татарстанцев, создавших атмосферу доброжелательности и гостеприимства. Выступая, Рустам Минниханов периодически переходил с русского на татарский язык. Языковая тема и события минувшего года также нашли свое отражение в послании. Президент отметил, что татарстанские подходы были услышаны федералами, и теперь дело за усовершенствованием методик преподавания. Это уже поручение республиканскому Минобру. Обсуждение языкового вопроса должно стать серьезным уроком для нашей системы образования, для всех нас. То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку, наше серьезное упущение. Как отметил Рустам Минниханов, как правило, у всех проблем есть свои авторы, и они известны. Практически же по всем сложным ситуациям у властей республики разработан план действий. Наше развитие сопровождает определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущение отдельных организаций и лиц. Мы их не скрываем, эти проблемы пострадавших вкладчиков банков, обманутых дольщиков, жителей аварийных домов и ряд других. Мы действуем строго в рамках законодательства и учетом имеющихся возможностей. Не всем нравится такой подход, однако чудес не бывает. Персонально Минсельхозу, Минземимуществу и районным главам во время послания было дано поручение лучше следить за землями сельхозназначения. В основном все дело в соседних с Казанью районами. Сейчас республика способна сама себя прокормить, но некоторые показатели неприятно удивляют. Хозяйство имени Вахитова Кукмурского района, где всего 2500 коров производят 77 тонн молока в сутки. Это больше, чем в целом Агрызский район, где коров практически 2 раза больше. Традиционно послание президента проходит в Большом концертном зале имени Сайдашева. Здесь хорошая акустика и большая вместимость – около 700 человек. За визуальную часть послания и массовое распространение, опять же, по традиции отвечал наш телеканал. Из БКЗ ТНВ вел прямую телетрансляцию. В зале и впервые снаружи работали 8 камер высокой четкости. Развитие современных и цифровых технологий также одна из приоритетных задач. Это должно улучшить услуги населению и развитие экономики. Сейчас ведущие компании республики ТАИФ, Татнефть, КАМАЗ и ряд других запускают крупные проекты и комплексы. Главным же фундаментом остается нефтегазохимический комплекс. В целом актуальной задачей является разработка и принятие новой программы развития нефтегазохимического комплекса Татарстана. Надо переходить от постановки целей и задач на ближайшие 5 лет к более долгосрочной перспективе. Уменьшение же бюрократии должно помочь малому бизнесу. От движения WorldSkills ждут больше хороших кадров. Один из импульсов – предстоящий чемпионат мира. Именно поэтому 2019 год объявлен в республике годом рабочих профессий. В русле федеральной пенсионной реформы в Татарстане стоит задача лучше заниматься переподготовкой и оздоровлением людей. И здесь вместе с беспрецедентной республиканской программой здравоохранение должно получить ряд новых учреждений. В этих целях в республике планируется создание еще 2 первичных сосудистых центров. Переоснащение оборудования существующих центров, их у нас сегодня 18. Реконструкции республиканского онкодиспансера. В конечном итоге все стратегические планы должны улучшить жизнь простых людей. И здесь отдельный пункт послания для Госсовета. Его новый состав предстоит избрать в следующем году. Безусловно, будущий состав Госсовета должен сочетать в себя, с одной стороны, необходимые обновления, а с другой – преемственность, основанная на
успешном опыте работы. Активнее в общественно-политическую жизнь республики должна включаться молодежь. Подытоживая свое выступление, Рустам Минниханов напомнил, что уже многие наши мечты стали явью, и нужно не останавливаться на достигнутом. Уверен, что в скором будущем мы воплотим в жизнь свои самые смелые прорывные планы, о которых только начинаем задумываться. Главное — верить в себя, не бояться перемен и уверенно идти к цели. Все в наших руках, и мы справимся. Без булдравости. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.